В Грузии стартовали очередные масштабные военные учения. Грузино-американский тактический конвой прибыл на базу в Азиане для учения НАТО Agile Spirit. Грузинскую и американскую военную технику перебросили из городка Синаки на западе Грузии. Американскую технику предварительно доставили паромом из румынской Констанции в порт Поти, после чего передали второй пехотной бригаде, дислоцированной в Синаке. В состав технического конвоя вошли американские многоцелевые бронемашины, а также бронетехника грузинского производства. Колонна прошла по трассе Тбилиси-Синаки-Лисилидзе, являющейся частью международного транспортного коридора Восток-Запад. Как отмечает портал «Новости Грузия», по пути конвой приветствовали группы активистов с флагами Евросоюза, США, Грузии и Украины. Учения Agile Spirit 2025 стартовали 25 июля и продлятся до 6 августа. В этом году в маневрах участвуют военные из 11 стран. Учения проходят совместно с западным командованием сил обороны Грузии и Национальной гвардией американского штата Джорджия. Программа включает командно-штабные тренировки, комбинированные стрельбы, операции сил спецназначения и проверку Центра боевой подготовки грузинской армии. Грузия принимает учения Agile Spirit уже в 12 раз. Их цель – повышение боевой готовности, совершенствование взаимодействия и оперативных возможностей вооруженных сил стран-участниц. К другим темам. Пока в Стамбуле без происшествий завершился очередной раунд российско-украинских переговоров, не принесший ничего, кроме договоренности о новом обмене пленными, у Владимира Зеленского появилась другая проблема под боком. На минувшей неделе все крупные украинские города накрыла волна уличных протестов, самых массовых с момента начала боевых действий в 2022 году. Украинцы вышли на митинги против нового закона, который, по мнению Зеленского, ограничит влияние Москвы. Однако критики проекта уже обвинили президента в том, что Национальное антикоррупционное бюро и специализированная антикоррупционная прокуратура потеряют свой независимый статус. В частности, новые меры подразумевают, что назначенный лично президентом генпрокурор получит право вмешиваться в работу этих ведомств. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен даже предположила, что действующее законодательство, которое, по ее словам, противоречит уважению к верховенству права в Европе, может помешать Украине вступить в Евросоюз. Пережив негативную реакцию граждан, Зеленский поспешил дать задний ход. Уже в четверг он внес в парламент новый антикоррупционный законопроект, который, если он будет принят, восстановит независимость бюро и прокуратуры от украинского правительства. Законодатели рассмотрят его уже на этой неделе. Все слышали, о чем люди говорят в эти дни в социальных сетях, друг другу, на улицах. Это не остается без внимания, в среду заявил Зеленский в традиционном вечернем обращении. Некоторые протестующие прямо заявили, что готовы разойтись по домам, если Зеленский изменит курс в отношении нового закона. Но другие видят в этом уникальную возможность продемонстрировать более широкое недовольство правительством, его коррупционным прошлым и подходом к конфликту с Россией. Это может обернуться для президента новыми политическими испытаниями. Если люди сейчас выходят на протесты, то не потому, что они восхищаются НАБУ или САП, или как-то поддерживают их, а потому, что эта искра позволяет выплеснуть накопившийся гнев в адрес Зеленского, его команды и ежедневной вопиющей откровенной коррупции, пишет в своих соцсетях внештатный научный сотрудник Института Куинси и активистка по правам человека Альмут Рахованский. До сих пор критиковать Зеленского было неловко, непатриотично и, по сути, опасно. Они предпочитают критиковать за тот или иной провал какую-нибудь фигуру более низкого уровня. В этом смысле ликвидация независимых НАБУ и САП стали формальным поводом, чтобы перестать сдерживаться, подытожила Рахованский. По мнению многих наблюдателей, в реальный Майдан все это пока не переросло, хотя потенциал, безусловно, есть. Но для нынешней Украины, где при наличии миллионов больших и маленьких поводов вот уже несколько лет не было маломальски заметных протестов, это событие сверхординарное.
К другим темам. 24 июля 2025 года должен был стать праздником. Ровно 50 лет дипломатическим отношениям Китая и Европейского Союза. Вместо этого саммит превратился в хрестоматийный пример геополитического унижения. Еще за неделю до встречи китайские дипломаты холодно уведомили Брюссель: мы не приедем, хотите, приезжайте к нам. Европейские лидеры, включая председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу Европейского совета Антонио Кошту, были вынуждены экстренно лететь в Пекин. Так начался один из самых унизительных дней в истории европейской дипломатии. Сценарий провала начал писаться за месяц до встречи. Изначально форум планировали провести в Брюсселе по очереди, как того требовал протокол. Но Китай в ультимативной форме потребовал переноса в Пекин. Брюссель уступил. Затем китайская сторона объявила о сокращении саммита с 2 дней до 1, оставив европейцев без полноценных переговоров. Кульминацией стал тихий скандал. Подтверждение встречи с Си Цзиньпинем прошло лишь за 48 часов до начала, вынудив европейскую делегацию менять билеты в авральном режиме. ЕС согласился на все условия. Это капитуляция без боя, прокомментировал польский китаевед Адриан Брона. По его словам, Пекин сознательно демонстрировал, кто здесь диктует правила. Когда Урсула фон дер Ляйен в 5 утра 24 июля вышла из самолета в пекинском аэропорту, на телетрапе висел баннер «Добро пожаловать в столицу мира». Ни цветов, ни красной дорожки, лишь чиновник МИД КНР 3-го ранга с дежурной улыбкой. Так начинался самый унизительный день в истории европейской дипломатии. Китайцы изучили европейскую психологию. ЕС боится потерять лицо больше, чем проиграть по сути. Достаточно дать им красивую сцену для фото, и они простят все, отмечал Адриан Брона. В итоге ЕС получил лишь фото с Си Цзиньпинем, но не подпись под документами.